Приветствуем всех, кто сейчас слушает и смотрит канал ГРТ. В эфире «Диалог студии». С вами я, Валентина Чубан, и мой коллега-звукорежиссер Павел Арнаут. Избирательное законодательство, публичные слушания и выборы в Народное собрание Гагаузии. Такая тема нашего сегодняшнего эфира. Гость студии Петр Златов, бывший член исполнительного комитета Гагаузии, участник становления гагаузской автономии. Петр Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами до эфира немного пообщались, и вы сказали такую фразу: «У всего есть свои причины». У нынешней ситуации, у нынешнего избирательного кризиса, из которого старается выйти и Молдова, и Гагаузия, делая для этого определенные шаги, какие все-таки причины, на ваш взгляд? Гагаузия проходила несколько этапов, скажем так, трудных времен, но то, что происходит сейчас, скажем так, это самый тяжелый, самый продолжительный и самый опасный для существования самой гагаузской автономии. Это уже как бы поняли все жители нашей автономии. Но я бы хотел начать даже не с нынешнего конфликта, а всем событиям, у каждого события есть своя история, скажем так. Работая еще в исполкоме Гагаузии, в конце где-то 14-15 год, я увидел, скажем так, странную особенность и начал анализировать, к чему это приведет. Румыния начала массово раздавать паспорта румынские гражданам Молдовы. И со временем этот процесс начал усиливаться. Никто никогда ничего даром не делает. Значит, была какая-то цель. С приходом к власти партии ПАС все начало становиться на свои места. И когда я сейчас разговариваю с людьми, которые, скажем так, отслеживают события не сегодняшнего дня, а, скажем, и 5, и 10, и 15 лет назад, то выстраивается такая картина, что сколько бы ни говорили, и 20 лет назад, и 10, и 5, да и сейчас еще некоторые об этом говорят, что поглощение, даже это не объединение, поглощение Молдовы, Румынии, это план «Б», о котором открыто говорят нам члены партии ПАС. Из чего складывается такая ситуация? По разным источникам Молдова приводит одну цифру, румынская официальная источники другую. Значит, где-то истина в середине всегда. От 1 миллиона до 1,5 миллиона паспорта уже, скажем так, выданы гражданам Республики Молдова. Учитывая, что население, даже с теми, кто за границей, но имеет регистрацию в Молдове в настоящее время чуть меньше 2 миллионов 400 тысяч, то есть минимум 50% граждан Молдовы имеют румынское гражданство. Петр Георгиевич, тут давайте скажем, что упрощенную систему оформления приобретения гражданства предлагала не только Румыния, но и другие страны, Болгария, Россия. Да, и об этом тоже мы должны сказать. Идем дальше. Второй момент. Второй момент такой, что это уже подключилась молдавская сторона. По настоянию очень настаивали румынские власти, что нету молдавского языка. Чем закончилось, мы знаем. Молдаване есть, которые обозначили в 2024 году себя как молдаване, а молдавского языка нет. Это язык, которому минимум 700 лет. То есть здесь очень большой вопрос, для чего это делается. В-третьих, все руководство Молдовы является гражданами Республики Молдова. Это начиная от первого лица, вторые лица, третий эшелон, четвертый эшелон. Вся партия ПАС, я уверен, 99,9% имеет румынские паспорта. То есть работает или руководят в Республике Молдова сугубо граждане другой страны. И я как человек, скажем так, думающий, значит, эти люди
принесли присягу соседней стране, там есть очень интересные слова. Кто подписывал принятие гражданства, значит, они подписали за этим, там есть обязательства перед Румынией. В-четвертых, это уже, скажем так, откровенно дают понять сторонникам объединения: делай как я. Есть в армии такое выражение. И президент страны, и премьер-министр, и председатель парламента, да, и остальные министры, в частности, министр иностранных дел, они открыто заявили: если будет референдум по объединению, как они говорят, план Б Румынии и Молдовы, то они проголосуют за объединение. О чем это говорит? Это говорит о том, что они не исключают такой вариант. План А – это, как они предполагают, ускоренное вхождение в Европейский Союз. План Б – тоже вхождение в Европейский Союз, но через объединение с Румынией. То есть поглощение Молдовы Румынией. Но все иностранные дипломаты, которые в Молдове, которые приезжают, с визитами приезжают очень многие, очень удивлены позицией Гагаузии. Так ведь? Референдум 2014 года показал, что 98% против этого объединения. В 2024 году показал 95%. Фактически результат остался тот же. Не хотят. Какая поставлена задача? Автономия мешает объединению с Румынией. Плюс вхождению в Европейский Союз. В Румынии нету автономии. Там все имеют только граждане Румынии. Хотя там есть и венгры, и ромы, 3 миллиона, если не больше. Вот. Лет 100 назад на территории Румынии, Добруджа, жило 300 тысяч гагаузов. Весь этот район до Дуная, с центром в Констанце, шириной около 200 километров, это был район, заселенный гагаузами. Ни одного гагауза нету. Куда они делись? Они ассимилировались. Если мы войдем и станем гражданами Румынии, через 1-2 поколения постигнет та же участь. Я этого не хочу. В геополитику ушли мы с вами. Несколько контраргументов с моей стороны, Петр Георгиевич, с вашего позволения, относительно двойного гражданства. Мы говорили на эту тему и с другими нашими гостями. И в частности, господин Танаси сказал, что количество паспортов не определяет лояльность человека к государству. И он приветствует возможность иметь несколько паспортов и быть гражданами других государств. И проблем в этом он не видит. Это Танаси не видит. Относительно референдума 2014 года, результаты которого вы только что привели, есть эксперты, которые подают сомнению результаты данного референдума. И относительно объединения с Румынией подтвержденных фактов этому пока нет. Какие сомнения могут быть в 2014 году? Я был участником этого процесса. Я видел, были международные, кстати, я ездил с международными наблюдателями по всей, не по всей Гагаузии, сколько мы могли охватить. Тогда был очень большой снег. И они были в шоке, какая была явка. Мы были в селах, мы были в Чадырлунге, были в Авдарме, были в Тамае, были в Керетлунге, в Ферапонтьевке, в Камрате на участках. Явка была сумасшедшая. Никогда такой явки в истории Гагаузии не было. Хорошо, 2014 год. Прошло более 10 лет. Вы считаете, что мнение населения не изменилось? Нет. Подавляющее большинство нет. Как в каждой, скажем так, назовем в кавычках цивилизованной стране, да, я признаю, что 5-я колонна есть. Она работает. Потому что она очень хорошо подкармливается. Это дармовые деньги, которые почти всегда, скажем так, впрок не идут. Я тоже общественный деятель, мы работаем, но нас никто не подкармливает, ни Восток, ни Запад, потому что это невозможно. Кстати, это Шора тоже касается, и в отношении него многие спрашивают, как вы относитесь и так далее. Я могу сказать, я в вашей студии
на втором этаже открытую сказал, после такого был презентован наш исполком, я выступил и сказал, что я с трудом себе представляю, чтобы меня как члена исполкома представлял человек, не имеющий к Гагаузии никакого отношения. И это ненормально. Вы были членом исполкома, и вы хорошо знаете, как Да, все всю устроено и процедуру. как должно Да, быть. кто утверждал, как и так далее. Это имеет представлять только башка. Уже тогда это было определенным сигналом к тому, что потом у Гагаузии могут быть Последствия. последствия, да, И они были. сложные. Это были сложные последствия, но этим воспользовались очень удачно партия ПАС. Очень удачно. Потому что ШОР действовал на территории всей Молдавии, но пострадали в основном граждане Гагаузии и руководство Гагаузии. То есть это было очень удачное стечение обстоятельств, по которым можно было больнее ударить. Хотя большинство и общественных деятелей, большинство партийных функционеров к этому не имело никакого отношения и не имеет. Почему бывшие члены исполкома, экс-башканы не придали этой ситуации общественного резонанса, как вам кажется, когда исполком был представлен не так, как нужно, Извините, как вы говорите? я сказал, что я выступил, сказал, передо мной Валерий Федорович Яньоглу, первый зам был, Да, по-моему, мнения раза три. высказывались. Я имею в виду, И чтобы высказывали. более широкую огласку придать этому и предпринять какие-либо меры. Ну, это значит работать против руководства автономии. Я считал тогда и даже сейчас считаю, что все должно идти своим чередом. Вот. Коль мы уже вляпались в это дело, с этого нужно выходить, скажем так, с минимальными какими-то потерями. Не все было однозначно. Нельзя однозначно оценивать, что было сделано ШОРом. И деньги, и все остальное. Помощь была? Была. Что, Гагаузленда не было? Было. Но как это было сделано, меня это не устраивает. Но это было. И помощь людям была. И люди радовались. Но обозначить это как подкуп избирателей, и вот эти сумасшедшие штрафы, которые на семью иногда доходили до 150-200 тысяч, если там 3-4 члена получали эти самые, ну, я считаю, что это можно назвать смело словом, это геноцид. То есть вы считаете, что с этими методами нужно было бороться иначе, правящей партии Да. в данном случае? Да. Если бы мы видели, что выборы Молдова проводит честно, прозрачно, в соответствии с законодательством, тем более с европейскими нормами, я бы такого не говорил. Но у меня есть масса вопросов к тем, кто готовил и проводил выборы, и президента, и референдум, и парламентские выборы в прошлом году. Одним можно голосовать, другим нельзя. Почему? А мы так хотим. Наблюдателей за границей было. Выиграли и президент, и референдум, и парламентскую. Выиграла диаспора. В Молдове они все проиграли. Наблюдателей на 300 участках не было. Требовали видеонаблюдения. Отказали, сказали, что не будет этого. Кто подбирал членов комиссии? Кто подводил итоги? А сколько пришло избирателей? Ведь была масса сигналов о том, что избирателей на участках было крайне мало. Откуда они появились? Кто ответит на эти вопросы? Позже ответят. Пока нет. Это вы говорите о выборах республиканского Да, значения. республиканских. Ваше наблюдение по выборам регионального значения? Каким? Последние башканские, предыдущие выборы Народного собрания. Вы знаете, это уникальный случай был в истории Гагаузии, когда те, кто могли бы эффективно руководить и более-менее нормально взаимодействовать с центром, они не попали во второй тур. Я был удивлен. Вопросы есть. Я ничего не говорю. Вопрос есть. Но те, кто прошли во второй тур, большинство людей, думающих людей, они были шокированы, недовольны. И я еще тогда думал, что это к хорошему не приведет.
Да. И вот в начале программы, отвечая на первый вопрос, вы сказали такую фразу, что этот период, он самый опасный для существования автономии. Вы имели в виду в целом полномочия, оставшиеся Гагаузии, Да. либо уже статус? Значит, смотрите, пару недель назад, 2 недели назад, вернее, в субботу, была научно-практическая конференция, она носила, скажем так, международная, да. Я, честно говоря, я не видел, чтобы ГРТ показывала эту конференцию. Может, я пропустил что-то. Были сюжеты, были обсуждения в программе, в прямом эфире Может не быть. транслировалось, Не насколько транслировалось, мне известно. Но очень интересно отдельное, если выступление, скажем так, основных докладчиков, потому что Пульбера я знаю, я с ним контактировал в свое время, когда он работал прокурором Камрадского района, очень плотно. Он 12 лет был членом Конституционного суда. Гузун тоже доктор права, как и Пульбери. То есть люди, которые могут беспристрастно могут анализировать и делать выводы. Они однозначно сказали, что такого не может быть. Я позавчера, наконец-то после большой критики, в университете Камрадском были публичные обсуждения после первого чтения проекта закона о внесении изменений в избирательный кодекс. Избирательный кодекс Республики Молдова. И присутствовал Пастика. Ну, это человек второй по значимости после Майи Санду, которому все подвластно и которому все прислушиваются. Я у него спросил, скажите, пожалуйста, гарант исполнения этого закона подает в суд конституционный на полномочия Гагаузии. Это как? Статья 25 Закона об особом правовом статусе. Там написано, гарантом является Республика Молдова. Более того, в 111 статье Конституции Молдовы прямо указывается, что правительство Республики Молдова является гарантом и так далее, и так далее. Как может гарант вместо того, чтобы, как во всей Европе, какая практика, улучшить положение автономии можно, ухудшить нельзя. Вы как поступаете? Статью за статьей вы реквестируете вот этого закона. Это вы исполняете обязанности гаранта? Или что-то мы путаем, или что-то другое? Второе, очень интересный момент. Я бы хотел, чтобы слушатели, телерадиослушатели узнали. Я сделал позавчера для себя огромное открытие, когда я сослался на статью 2 Закона об особом правовом статусе, где говорится о том, что на территории автономии действует Конституция Республики Молдова, Закон об особом правовом статусе и Закон Республики Молдова с исключениями, предусмотренными настоящим законом. Ну и там еще говорится о нормативных актах Гагаузии и уложениях Гагаузии. Пастика встал и сказал, что это неправильный перевод с румынского. В том варианте не так говорится. Там нету такого, что законодательство Молдовы не может противоречить закону об особом правовом статусе. Хотя любой закон Республики Молдова, ординарный закон, он принимается 50+1. Наш закон принимался 3/5. То есть 61 голос должен быть. То есть уже из этой логики, но молдавская сторона эту норму не применяет, не приветствует. И вот из-за этого весь сыр-бор. Они могут любой закон принять, который идет вразрез с специальным органическим законом о особом правовом статусе Гагаузии-Гагаузири. Почему я говорю Гагаузия-Гагаузири? В переводе Гагаузия это как бы общепринятое, а кто понимает гагаузский язык, Гагаузири это земля гагаузов. Если дословно, да. Если дословно. Либо И гагаузская вот земля. нас, жителей, коренных жителей, есть 2 нации на территории коренные Молдовы, это гагаузы и молдаване. Нас кошмарят на нашей территории. Нация более многочисленна и в настоящее время в руках у одной партии. Президентура,
парламент, правительство, вся судебная система, включая прокуратуру, включая Конституционный суд. В Конституционном суде также сидят граждане соседней страны, из 6 4 являются учредителями партии ПАС. Ну, уже как бы считаются бывшими. Но, тем Что не я менее, должен это думать? независимый орган, Петр Георгиевич. От кого независимый? От нас независимый. От Но всех. не от ПАС. Принять, если послушать, что было 2 недели назад, как они говорили, что им стыдно, что этот орган принимает крайне неверное юридическое решение. Это говорят доктора права. И если вы Конституционный суд, и вы хотите, чтобы вам поверили, так, пожалуйста, возьмите экспертизу ваших, или вернее то, что подал министр юстиции в Конституционный суд, сделайте экспертизу в независимых структурах европейских. Есть Венецианская комиссия, местная, публичная и так далее, и так далее. Совета Европы, их целая группа. Мы этого делать не будем. Объединили все в одну кучу и быстренько доложили нам. В течение там сколько там, 3 дня или сколько было это заседание. Не учли мнения ни общественных организаций, их даже не рассмотрели, сказали, что такой необходимости нет, хотя поступило там 5 заключений. Ни доводы Народного собрания. Они приняли чисто политическое решение, и это отмечают все, кто связан. Все, потому что удивлены не только здесь, удивлены и за границей этому обстоятельству. Власти страны отмечают, что это решение позволит привести в соответствие законодательство, в частности избирательное, и проводить выборы по единым правилам, как на территории автономии, так и на территории всей республики. Это игра слов, это казуистика. В наши полномочия не имеет права никто вмешиваться, в том числе Республика Молдова. Нельзя этого делать категорически. Почему? Потому что сейчас они вносят изменения. Мы же спрашивали, вот позавчера, очень много вопросов. Ответ был всегда один и тот же. Мы хотим честных выборов. Или ответа не было. Я не хочу честных, вы не хотите честных выборов? Они что, провели опрос и установили, что жители Гагаузии не хотят честных выборов? Мы все хотим честных выборов. Но об этом заявляют и депутаты Народного собрания Гагаузии, о том, что честные выборы, они нужны. И в этом уж точно обе стороны, они едины в том, что нужны честные выборы и без Но нельзя снимать часть полномочий Гагаузии. Петр Георгиевич, но давайте все-таки вспомним о том, что есть решение Конституционного суда, которое в пользу Гагаузии. Какое? Рассмотрение вопроса, касающегося НДС. Но если они нарушили, это уже явно видно. Причем одно к другому. Тогда решение тоже могло быть политическим, и они могли тоже принять решение против Гагаузии. Могли. Кстати, если руководствоваться мнением, что Конституционный суд, он абсолютно предвзятый по отношению к Гагаузии и принимает решение против. Скоро пострадает ваша компания. Вы, наверное, в курсе, что вам готовят? О предложенных поправках, да. Поздравляю. Это не ущемляет полномочия Гагаузии? Мы не имеем, собственно, независимое самое, Поэтому есть публичные слушания, на которых нужно выслушивать предложения и учитывать, они приходят, принимать кивают к сведению. головой, идут, делают то, что уже принято. У нас есть звонок в студию, давайте выслушаем нашего собеседника. Господин Шидер, приветствуем вас. Добрый день. Слушать. Добрый день. Ваш коллега очень так просил меня, чтобы я очень коротко... И я об этом прошу, пожалуйста. Ну, извините, коротко и лаконично говорить о геноциде, фактах геноцида. Будьте корректны, пожалуйста. Я корректно называю. Будьте добры, пожалуйста, послушайте, не перебивайте. Когда я говорю о геноциде, я знаю, о чем говорю, и знаю, почему я говорю. Ваш вопрос к нашему гостю, пожалуйста. Вот я уже несколько раз выступаю на этой передаче «Диалог студии». Была Светлана Миронова. Я заявляю о геноциде. И хоть бы один журналист поинтересовался бы вот этим фактом. Нет ни одного Господин журналиста. Шидер, не отнимайте у нас эфирное время. Прошу вас, ваш вопрос нашему гостю. Я имею полное право заявлять. Вы не перебивайте меня. И я выскажу все, о чем я хочу сказать. И вот в студии у вас патриот сегодня Гагаузии. И насчет этого я выскажусь. Насчет патриотизма. Так будет вопрос или не будет?
Вот я говорю о геноциде. Откройте сейчас камеру, я вам покажу вам факты геноцида, если вы не сомневаетесь в этом. Если вы не верите, приезжайте в вашей студии. Ваш вопрос к нашему гостю, пожалуйста, господин Шидер. Да не будет Я вопроса. подавал в суд главу государства, премьер-министра, председателя парламента. Их подавал в суд в связи с геноцидом. Где эти журналисты из Центра журналистских расследований? Где это сделали Дегарда? Где это ТВ-8, которые занимаются журналистским расследованием? Ваш вопрос, Где пожалуйста. они? Мой вопрос в том. Вот было у нас в Гагаузии семинар, международный семинар на тему конституционности. На этом семинаре не был поднят вопрос насчет занимаемой должности иностранными гражданами в нашем Конституционном суде Республики Молдова. Вот этого не было. Почему это не обсуждалось? Благодарим вас. Мы об этом уже говорили, но, Да. Петр Георгиевич, пожалуйста, ответьте. Дело в том, что, вот смотрите, в этом году, что очень интересно, мне понравилось, парламент Грузии отменил голосование за границей. И он сказал, если вы патриоты своей страны, будьте добры, приезжайте, голосуйте, и будьте в гостях, уезжайте обратно. Больше организовывать за границей мы не будем, потому что мы не можем контролировать прозрачность, честность. Идут большие махинации. У нас эти махинации идут, по-моему, больше даже, В чем числе у них. поправок к избирательному кодексу есть возможность голосования по почте. Это не США, осуществление знаете, права США, избирателя знаете, быть чем избранным. обернулось это голосование почты? Почему наш мировой президент, господин Трамп, крайне недоволен и голосованием по почте, и другими вопросами? Там 100 тысяч мертвецов Хорошо, оставим голосовало. США. Насколько это применимо в Молдове? И для Я граждан думаю, Молдовы, которые я думаю, находятся за это границей? никак не применимо. Ни по почте, ни на зарубежных участках нету критерия, где будут голосовать в какой стране, где не будут. Это выбирает правящая партия. Полностью под контролем ЦИК. Все члены, фактически, там кроме 2, по-моему, это члены партии. Ну, вообще все структуры у нас под контролем одной партии. Но живем мы все хуже, хуже и хуже. Может, мы не тех выбираем? Может, задача есть. Я так чувствую, и так говорят наши, скажем так, жители, мои соратники. Чем хуже мы будем жить, тем мы быстрее согласимся на любое объединение, на вхождение в любой союз и так далее. Кстати, Европейский союз – это не экономический союз. Это полувоенный, полуэкономический союз. Там есть фонд мира, откуда финансируется закупка оружия для членов и не членов Евросоюза. Это никак не может быть экономическое. Куда нас вгоняют, нас не спросив? Вот вопрос. Есть еще один звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте, Гангас, Статов Кирилл Кириллович. Здравствуйте, Такой. Кирилл Кириллович, слушаем вас. Уважаемая Валентина, уважаемый гость Петр Георгиевич. На днях депутат Кику заявил о импичменте президента Санду. Я поддерживаю депутата Ивана Кику об импичменте. Второе. Я как гражданин... Кирилл Кириллович, не призывайте к свержению власти, пожалуйста. И это не свержение к власти. Это не свержение, кстати. Второе. Я как гражданин Республики Молдова, живущий в Гагаузии автономии, требую председателя парламента Гросу, как избранник народа, приехать в Камрад, в студии ГРТ, и пусть он гражданам, которые зададут ему вопрос, пусть он отвечает. И вопрос такой мой. Мое мнение, понятие, навести порядок у себя в автономии, а молдаване пусть возьмут пример у Гагаузу. Ваше мнение, Петр Георгиевич, спасибо. Благодарим вас. Я вам скажу, что у Гагаузии было несколько раз возможности именно в сфере экономики очень быстро развиваться. Но и президент, я могу сказать, при ком это было при Воронине, это было и, скорее всего, и до него, да, и после. Но при Воронине, почему? Потому что я был участником очень крупных инвестиционных проектов, которые могли быть на территории Гагаузии, которые бы увеличили бы
очень сильно и бюджет автономии, и были бы средства на развитие, и на язык, и особенно на культуру. Мне очень больно, что мы очень мало денег выделяем на нашу культуру и так далее, на спорт, все остальное. И тогда был прямой окрик: мы не позволим одному региону развиваться более успешно, чем остальные. Что о нас подумают где-нибудь в Бричанах, Хинчештах и так далее, что мы никуда не годимся. А вот гагаузы, благодаря помощи своих друзей или благодаря, скажем так, расторопности руководителей, находят возможность по привлечению больших инвестиций и увеличению налогооблагаемой базы. Кстати, Гагаузия вторая, третья в республике по наполняемости бюджета собственными средствами. Это после Кишинева и, скорее всего, я думаю, так после города Бельц. Остальные все районы Молдовы значительно отстают по сбору собственных средств. Так было во все годы независимости Республики Молдова. Что бы я еще хотел сказать про Молдову? Я в свое время встречался не один раз с первым заместителем председателя, то есть премьер-министра Турции. Премьер-министром был Эджевит, а его первым замом был Девлет Бахчели. Девлет Бахчели учил гагаузов. В частности, я от него слышал и запомнил на всю жизнь. Гагаузы, вы должны придерживаться двух государств, как, скажем так, крепко, и вы будете тогда счастливы. Почему? Турция, вы являетесь тюркской нацией. Все считают, все знают, что это нация. И Турция вам всегда поможет, всегда будет рядом. Второе, вы православные, вы учитесь на русском языке. Это очень большое преимущество, которое вы должны использовать. И иметь очень хорошие дружественные отношения с такой страной, богатой природными ресурсами, которые благодаря которым вы сможете поднять свою экономику, это Российская Федерация. И вот этот наказ, и он еще добавил второй, вот две вещи я вывел от этого человека. Он говорил всегда так: планируйте свое развитие, начиная от 5 лет и до 50, 5, 10, 25, 50, и примите его так, чтобы каждый последующий руководитель и парламент, чтобы они этим руководствовались. Тогда вам успех обеспечен. К большому сожалению, каждый последующий у нас башкан считал предыдущего, не будем говорить как, полезное отбрасывалось, и мы начинали с чистого листа. Вот я бы хотел, чтобы те, кто слышит, кто слушает, смотрит, кандидаты у нас всегда бывает много, и в башканы Гагаузии, и особенно депутаты Народного собрания очень много бывает, чтобы они запомнили одну вещь, что они пришли во власть, чтобы сделать нашу жизнь, жизнь жителей, пенсионеров, детей Гагаузии лучше, не свою, а всех жителей. И тогда, я думаю, что результаты будут немножко другие. Спасибо. Относительно участия господина Гросу в программах ГРТ, о чем сказал наш уважаемый слушатель Кирилл Кириллович, я лишь хочу повторно сказать о том, что ГРТ направила запрос, высказала свое намерение записать интервью с господином Гросу. Мы все еще ждем ответа. Петр Георгиевич, вы были утверждены в состав ЦИК Гагаузии в марте Присягу принимал. Текущего года, и через 2 дня после того, как депутаты утвердили 6 членов ЦИК, вы провели свое первое заседание. Было такое. Позже, 9 июля, заседание Конституционного суда, оглашение результата, согласно которому Гагаузия уже не имеет права формировать свою избирательную комиссию. В каком статусе вы с коллегами сегодня? Скажите, пожалуйста. С коллегами по ЦИКу? Да. Ждем, когда Народное собрание даст нам отмашку работать согласно законодательству Гагаузии. То есть эти призывы действовать согласно законам Гагаузии и проводить выборы так, как проводились раньше, да, они продолжаются. Они продолжаются, кем они подкрепляются, назначены, Петр Георгиевич? Потому что назначена дата выборов, а изменений в Кодекс о выборах Республики Молдовы нет.
Они будут, говорят депутаты парламента, во всяком случае, ну, прошли публичные слушания. Когда После, будет, тогда и в будем конце говорить. августа пройдет второе чтение, если я не ошибаюсь, и позже Да, будет 24 принято. августа они будут... Вероятнее всего, говорят эксперты, эти поправки будут приняты. Ну, Что тогда? если они для галочки, мы задавали вопрос, а почему вы перед первым чтением не провели слушание, а после уже, когда приняли, потому что потом уже, я думаю, мало что изменится. Почему я так думаю? Смотрите, очень интересный произошел момент, когда начали, скажем так, ловить депутатов парламента Республики Молдова о том, что вы делаете, какие вы законы принимаете. Тот человек, о котором мы только что говорили, Гросс, он заявил, ну мы же не читаем все законы. Мы доверяем тем Да, коллегам, господин которые, Гроссу признался в да, этом в интервью которые журналистам. готовят, мы им доверяем. Поэтому я с полной уверенностью, напрасно он это сказал, кстати. Его сейчас будут бить этим очень больно. Это говорит одни... Но это не освобождает от исполнения законов для Вот каждого подождем, гражданина. Это правило, оно действует. может быть, тот вариант, который с учетом того, что мы им наговорили позавчера, может, они что-то и поменяют. То есть не 2 члена будет комиссии от Гагаузии, а будет гораздо больше, потому что гагаузская сторона сразу предложила до первого чтения свой вариант назначения ЦИК, где большинство будет это самое. И прямо мы спрашиваем, ну какая-то партия, скажем так, с бричан назначит члена ЦИК Гагаузии, или ЦИС, как они говорят. Что это будет? А у нас требование, он должен знать гагаузский язык. Тогда отменим гагаузский язык. Они отменят. Отменят еще что-то. Отменят еще. Они сейчас добавили, что башкан должен знать румынский язык. У нас в законодательстве, в законе об особом правовом статусе, этого нет. Этого требования нет даже в кодексе о выборах в отношении президента Молдовы и депутатов парламента. Почему? Касается, это что за выборочные, скажем так, требования к главе автономии? Ну, как вам показалось, на публичных слушаниях ваши доводы, доводы других участников публичных слушаний здесь, в Камрате, они были приняты к сведению, они были услышаны господами Кирьяк и Постика? Ну, там еще женщина была, я не помню, она тоже депутат парламента, и был консультант с ихней комиссии, видно, который с Постикой и писали вот эти изменения. Конечно, они все услышали, но примут ли они к сведению и доложат ли так, как сказано было в Камрате, у меня есть некоторые сомнения. Ну, депутаты Народного собрания Гагаузии направили свой документ, свой анализ и свои предложения по данным поправкам. Вы согласны с предложениями депутатов о формировании избирательного органа Гагаузии? Если по той формуле, что они предложили, то можно было согласиться на данном этапе, скажем так, на данный период. А дальше, когда уже будет избран новый состав парламента Гагаузии, карты им в руки, возвращайте все обратно, потому что дважды уже в истории Молдовы Конституционный суд отменял свое решение. Более того, мы же им говорим, послушайте, республика у нас та же, что была и в 94-95 году. Да, та же. Молдова была унитарным государством тогда. Да, была. А что поменялось? По инициативе тоже, скажем так, унионистов тогдашних, или там, не хочу другого слова сказать, был подан запрос в Конституционный суд на предмет соответствия закона об особом правовом статусе Конституции Республики Молдова. Есть заключение, берите его и читайте. Полностью соответствует Конституции Республики. Что поменялось? Поменялась партия, поменялся Конституционный суд. То, о чем мы говорили в самом начале. Не тот состав, не с теми паспортами, тогда они были граждане Молдовы. Вообще я считаю, вот мы когда регистрировали партию в свое время, у нас было записано, государственная служба только кто имеет гражданство Республики Молдова. Хотите руководить у нас или поработать у нас немножко этим самым, сдайте все свои паспорта, испанские,
украинские, российские, румынские, болгарские. Сдайте их, где вы их взяли. И с одним паспортом, как и я, у меня один паспорт. Я об этом могу сказать откровенно. Более того, я когда услышал, когда наш новый гастролер, выписанный с Киева премьер-министром, чуть-чуть поработать премьер-министром, и он сказал такое выражение, что я, как добропорядочный молдаванин, имею гражданство Румынии. О чем это говорит? Это председатель правительства Молдовы. То есть мы с вами, я не знаю, может у вас тоже есть пару паспортов? Нет, Нет. только гражданство Республики То есть Молдова. мы с вами люди второго сорта, а он как добропорядочный... Слишком имеет... категоричны, как мне кажется, вы, Петр Георгиевич, относительно Подождите, двойного гражданства. Я упоминала... Они это говорят. Мы слышим. Если вы думаете, не говорите тогда глупость. Почему я должен слышать такие изречения? Мне это обидно. Господин Танася, которого я несколько ранее упоминала, который считает, что иметь 2-3 паспорта – это норма, это даже плюс, он, кстати, в свое время отстоял свое право быть депутатом парламента при наличии двойного гражданства. Так это не запрещено по нынешнему законодательству? Что, Трамп имеет несколько паспортов? Есть еще один звонок в нашу студию. Давайте. Здравствуйте. Просим прощения за долгое ожидание. Готовы вас выслушать. Добрый день, студия. Добрый день, ГРТ. Добрый день, Валентина Ивановна. Добрый день, уважаемый Петр Георгиевич. Петр Георгиевич, звоню вам в студию с Казакли. Меня зовут Александр Петрович. Петр Георгиевич, во-первых, помню эти дни, эти моменты, когда мы на площади в Камрате стояли рядом, когда остановилась наша дорогая Гагаузия. И сегодня слежу за вашим выступлением, за вашей речью. Я очень признателен и очень благодарен, что есть такие патриоты, есть такие значимые люди, есть такие гагаузы, которые помнят все и много чего знают о законности нашей Гагаузии. И спасибо вам, что вы сегодня смогли посетить эту студию и открыть глаза, буду говорить так, всем нам, гагаузам, как нам быть, к чему нам стремиться. Скандалить не надо ни с каким соседом, ни с одним, ни с другим. Просто надо это знать, законности, и двигаться в жизни только по этим путям. Спасибо вам еще раз, Петр Георгиевич. Вам здоровья, студия, вам спасибо. Вам спасибо. Я более того скажу, Благодарим что вас. я не напрашивался. На удивление, меня пригласили выступить в студии. Я очень благодарен нашему ГРТ. Я не первый раз, я, может быть, уже раз 50 выступал в разных студиях данной компании. И всегда здесь принимали чудесно, понимали, давали слово. И я хочу, чтобы наш ГРТ, как и раньше, было независимым, а не то, что сейчас хотят, во что ее хотят превратить. Мы будем этому противодействовать, так же, как и противодействуем уничтожению нашей автономии, которую мы любим, за которую мы будем драться до конца. Спасибо. Благодарим и вас, Александр Петрович, за звонок в нашу студию. Относительно пропорциональной либо одномандатной системы выборов в Гагаузии, что скажете? Вы знаете, я был удивлен, все-таки этот закон принимался, я уже был зрелым человеком, 94-й год, и я был немножко удивлен этому, что каждое село может быть там и так далее, и так далее. Но принял это, скажем так. Да, определенная доля несправедливости в этом есть. Но смертельного ничего нет. Да, более того, не от системы зависит эффективность работы парламента. Это зависит от тех людей, которые в нем работают, которые возглавляют, которые сидят в президиуме. Я 3,5 года работал. Был помощником у Михаила Васильевича Кеннигаляна. И всю эту работу знаю изнутри, потому. Вот. И сейчас его менять, выдавая это за благо, чуть ли не кто-то просит там, примар наш просит, чтобы так было, он очень поддерживает. На это не нужно обратить внимание. Ломать сейчас устоявшуюся систему опасно. Вот кандидатам нескольких созывов
многим кандидатам в Народное собрание, я спрашивал, вы для чего идете в Народное собрание быть депутатом? Что вам отвечали? Не отвечали. Ну, я спрашивал в основном это жителей сел сельских, ну, потому что городские немножко лучше отвечали. Они все в один голос говорили, я иду защищать, отстаивать интересы нашего села. Вот. И я говорю, а что, у вас уже примара нет? Может, он болеет, умер или что? Нет, есть примар. И советники есть у вас? Да, и советники. А они чем занимаются? Ну, в селе же. Село же должно... Да, какие-то деньги посодействовать можно и так далее. Но 99%, ну, этот же орган не помощники для сел, это законотворческие, да, люди, если сами не разрабатывают, то вникают. Я бы не хотел, чтобы кто-то из депутатов Народного собрания после голосования сказал, а что, я читал этот закон, что ли? Мне дали, я руку поднял, вижу, все поднимают. Не допускаете ли вы, что такое происходит в Народном собрании? Ну, почему я только что сказал эти пару предложений? Если вы идете в этот орган, я вообще бы предложил, чтобы они проходили месячные курсы, чтобы они ознакомились с азами законотворчества. Это представительный орган, это законодательный орган автономии. Имейте хоть минимальную базовую подготовку, с чем вы будете сталкиваться. Это их работа, там 10 или 11, сколько человек, это постоянная работа, остальные, скажем так, это как бы общественная нагрузка. Пожалуйста, подумайте 10 раз, прежде чем вы идете. Конечно, способны вы, превратили в базар проходной, комрадский базар, проходной двор, крики, шум, гам, оскорбления. Председатель не может навести порядок, я не знаю, что, жандармов держать или что. Ведите себя по-человечески. Я не смотрю уже несколько лет заседания, просто читаю, что они рассматривали и какие итоги. Мне стыдно смотреть, что там творится. Но вы, если я не ошибаюсь, участвовали в ряде заседаний за последнее время, во всяком случае, на тех заседаниях, где рассматривались вопросы по формированию Центральной избирательной комиссии, да, упомянутой нами выше, это было в марте. Да. В целом ошибки, говорю так, потому как это в нашей студии не раз признавали ряд депутатов, ошибки Народного собрания Гагаузии, связанные с избирательным органом автономии. Хронология. Конец 2023 года Народное собрание Гагаузии отменяет статус постоянно действующего ЦИК. Март 2024, 23 был выше, 24 теперь в марте. Госканцелярия оспаривает решение в суде. 2024, несколько позже, апелляционная палата признает решение Народного собрания Гагаузии незаконным. Да. Судебная палата подтверждает законность распуска постоянно действующего ЦИК, незаконность. Это уже в ноябре 2025 года. Опять же в ноябре Народное собрание доукомплектовывает прежний ЦИК. Так, в декабре ЦИК проводит первое заседание. Опять же, 26 год, январь. Судебная палата приостанавливает решение от декабря 2025 года. И в марте Народное собрание снова утверждает состав ЦИК, в который вошли и вы. То есть вот это вот достаточно сложная хронология событий, когда принимаются решения, они отменяются, они оспариваются, и снова принимаются решения о формировании ЦИК. То есть все это достаточно запутанно, Давайте я но объясню, тем не менее. что я думаю. Дело в том, что когда предлагалось отменить, несколько человек, мы зашли к председателю и сказали, что такую глупость не делали. Нельзя. Автономно-территориальное образование – это своего рода государство, которое не может иметь армию и свою внешнюю политику должно согласовывать с центром. Все. Это государство. Не нужно экономить на структурах подобного рода. То есть нужно не просто уметь гонять спирт, а нужно быть государственным деятелем, смотреть вперед. Чем это может обернуться? Обернулось плохо, но не смертельно. Народное собрание его убрало, но к любым выборам, перевыборам или референдуму она имеет право, вернее, Народное собрание имеет право
утвердить новый состав ЦИК, и она будет работать. То есть смертельного ничего не произошло. То, что пошли вот эти судебные... Напоминаю, решение Конституционного суда. Ну и что? Конституционный суд не вмешивался. Решение обязательно к исполнению. Вы имеете в виду, что в конце... Да. Решение Конституционного суда к 23 году не имеет ни малейшего отношения. Ни малейшего отношения не имеет. Но череда событий, последовавшая за Это был предлог. отменой статуса постоянно действующего Это был ЦИК. предлог. Если был бы постоянно действующий ЦИК, результат был, я вас уверяю, 1 к 1 тот же. Цель центра – установить контроль над процессом выборов в автономии. Вот и все. Петр Георгиевич, не допускаете ли вы, что если бы в декабре 2023 года не был отменен статус постоянно действующего ЦИК Гагаузии, может, выборы состоялись бы в Выборы ноябре состоялись. прошлого года? Да. Да. Вы правы. Состоялись бы. Но 2 раза госканцелярия обращалась в суд, который приостанавливал. И до сих пор нет решения суда. Почему? О датах говорите. Да. Даты Значит, выборов, которые да, были и мы об этом назначены. говорили. Вопрос не слышат. Вот сидит Чернев. Он обращался. Вы видели решение суда? Нет, не видели. И мы не видели. А почему приостанавливается? Госканцелярия же. То есть Министерство юстиции – это тоже часть правительства. Ну, Значит, это- одна часть правительства делает одно, вторая делает другое, втихаря. То есть это все звенья одной цепи. Это не просто так, одни делают что-то, не знают другие. Это план, который был внедрен под общим руководством. В каждом правительстве, то есть и в правительстве, и в парламенте, президентуре, министерстве, везде сидят иностранные советники с очень хорошими окладами. Они помогают нашим руководителям принимать правильные решения во благо всех жителей Молдовы. Итог на сегодняшний день озвучен официально. Уровень бедности достиг 31%. Завтра будет больше. Можете не сомневаться. Изменения в налоговый кодекс, может быть, читали. Очень интересно. Сперва отвергли, потому что республика, я не знаю как, но чуть-чуть мамалыга взорвалась. Сейчас более мягкий вариант, но результат, будьте добры, выложите 6 миллиардов из вашего кармана. Мошенники. Вы По-другому. говорите о власти. Да, да. Ну, с моего кармана, если Будьте берут корректны. деньги, как я могу сказать по-другому? С моего кармана, с пенсии, от всех. Детей чем смотреть? Пенсионерам на что жить, покупать? Я же хожу по магазинам, по базарам. Эти люди не знают, 5-10 лет, для них это большие деньги. А все, будут дополнительно акцизы и так далее. Нас кормят, что на 50% увеличили налог на доходы банков. Да банки не молдавские, они 93% капитал иностранный. На кого работает банковская система Молдовы? На нас все выводится. Промышленности нету. Сельское хозяйство уже добивает остатки. И то, что выращивается, продать некому. Терпите. Будет Евросоюз, немцы и французы будут работать, будут кормить молдаван. Не будет этого. Спросите в Болгарии, съездите в Болгарии, там осталось 6 или около 6 миллионов населения. Все уехали. В Румынии 25% населения уехало. Люди старшего поколения проклинают тот момент, когда эти страны вошли в Евросоюз. Все. К сожалению, наше эфирное время истекло. Петр Георгиевич, я вас благодарю за участие в нашей программе и отмечу, что сегодня свою позицию в прямом эфире ГРТ высказал Петр Златов, бывший член исполнительного комитета Гагаузии, участник становления Гагаузской автономии. Можно еще предложение сказать? Пожалуйста, конец? очень коротко. Я хочу поздравить всех патриотов, всех жителей Гагаузии с наступающим Днем Гагаузской Республики 19 августа. Приезжайте в Камрад, будет, скорее всего, мероприятие. Народное собрание пригласило
президента, председателя правительства, парламента. Надеюсь, что они придут и вместе с нами будут радоваться этому событию. До свидания, друзья. Спасибо. Всем всего самого доброго и до скорых встреч в эфире ГРТ.